Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Здравствуйте. Сегодня я расскажу о знаменательных событиях в истории чеченского народа, в истории сопротивления чеченского народа, в истории отношений России и Чеченской Республики Ичкерия. Март 96 года, 6 марта, наши войска, наши подразделения заходят в город Грозный, нашу столицу, и проводят операцию. Наши подразделения атакуют блокпосты, комендатуры, и эта операция называется «Возмездие». Но цель операции, этой операции была узнать действия российских войск в случае нападения, в случае, например, штурма города. И эта операция была на самом деле репетицией к более масштабной операции. Потом я расскажу про нее. И чтобы не рисковать, начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия решил, организовал эту операцию и решил сначала действовать такими шагами, то есть прощупать врага на их действия. Малочисленные такие группы наших подразделений заходят в город, и, как я говорил, они обстреливают, и сразу через несколько дней они выходят из города без потерь. Российские генералы удивлены, и ничего поделать с этим не смогли. Далее начинаются переговоры между двумя воюющими сторонами, российскими войсками и нашими подразделениями, ихними командованием. И проходят встречи, переговоры, и они длятся достаточно долго, на самом деле. И помню, это было июня 96 года. Мы были в то время в Веденском районе, в селении Махкиты. И там была запланирована встреча нашего руководства и всех наших командиров военных подразделений. На этой встрече присутствовали в то время исполняющий обязанности президента Зелимхан Яндарбиев, начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов, другие командиры: Басаев, Гилаев, Ханбиев, и другие. И встреча проходила в селе Махкиты. И представьте себе, внезапно прилетают самолеты и начинают обстреливать, наносить ракетно-бомбовые удары по селам Веденского района. Это Ведено, Элистанжи, Махкиты, Хатуни. И гибнет мирное население. И особо сильный удар они нанесли на село Махкиты. Я помню, был такой случай. Мы даже видели эту картину. Это было вечером. Самолеты в то время кружили над Махкиты, обстреливали.
И на одной улице стоял такой большой дом. Вот. И когда этот обстрел начался, все соседи решили спрятаться в этом доме, в их подвале, и забежали в этот подвал. И представьте, бомбы попали именно в этот дом, в этот подвал. А там было очень много людей. Женщины, старики, дети. Вот. И помню эту картину. Плач, вот, тела, которых вытаскивали из подвала. Вот. Наше командование дает приказ о выходе из Веденского района и отдает приказ о том, чтобы наши войска не вступали ни в какой бой. Вот представьте, даже после всего этого, после того, как погибли мирные жители, мы выходили из этого района. Некоторые в сторону Ведено, другие в Шали, остальные в сторону Шатой. А нам пришлось идти в сторону Сельментойзен и Лускерт, и в сторону Дачу-Борзой и в Атаге. Так вот, шли мы лесами под этими обстрелами. Враг от нас был буквально 200-300 метров. Но это была более безопасная зона, потому что мы так решили, что лучше выйти из обстрела, но поближе к врагу, потому что этот район не обстреливают. И мы вышли из этого района, Веденского района, и пришли в село Чириюрт. Там уже отец распорядился, Аслан Масхадов распорядился, чтобы провести эту операцию. Операцию «Джихад» по захвату города Грозного. Но до этого была организована встреча со всеми командирами, и те, которые не могли добраться и были далеко, то есть время-то уходило, вот, на машине не поедешь, как бы, да, потому что везде были блокпосты. Были переданы сообщения, зашифрованные, что будет проводиться операция. Так вот, я помню эти карты, я помню наброски своего отца, потому что я с ним рядом был, как все было начерчено, все аккуратно, все блокпосты, все комендатуры, все их административные здания, вот, возможные пути доставки там помощи, вот, подмоги. Все было начерчено на этой карте, и наверху было написано, вот, в кавычках, вот так, «Джихад», то есть операция «Джихад». Вот. Потом мы переезжаем в село Атаги. Встречи продолжаются, все это обсуждается до мельчайших деталей. Потом российские вертолеты обстреливают это село Атаги, Новое Атаги. И нам приходится выехать в село Чечен-Аул. То есть это был наш мобильный штаб. И уже ближе к 6 августа, как начали заходить наши подразделения маленькими группами. Некоторые подразделения уже были в Грозном, это партизанские отряды. Вот, партизанские отряды. И, как я сказал, наши группы уже заходили. Но проблема еще была в том, чтобы у всех подразделений была четкая связь, радиосвязь. И
отец мне говорит, вызывает и говорит: ты можешь поехать в Шатой? Я говорю, конечно могу. Он так с улыбкой меня спрашивает. Конечно могу. И я поехал в Шатой в гражданской форме. Вот. Поехал, настроил все их радиостанции, ретранслятор. Потом приезжаю обратно в Чечен-Аул. И отец мне говорит: теперь надо поехать в Грозный. И я что делаю? Я еду в Грозный, прямо к этим административным зданиям, здание спецслужб. Там было ФСК и здание их администрации. Вот. И там на одной из квартир мне приходится все это тоже устанавливать, связь. И когда я находился в Чечен-Ауле, приносили вот эти рации, я их всех установил на разные частоты, на основные, на резервные и на частоты, были выявлены частоты ихнего командования врага, ихних воздушных войск, да, ихней артиллерии, внутренних войск. То есть мы эти частоты определили, разблокировали, даже могли выходить с ними на связь, на прямую связь или глушить их. Вот. Была установлена эта связь, и она нам очень помогла. Очень помогла. Вот. И 6 августа наши войска уже были там. Утром начинается уже штурм. Все блокпосты, именно все блокпосты блокированы комендатурой, блокированы. Все подходы к блокпостам и комендатурам тоже заблокированы, заминированы. Ни одна техника не проехать, не приехать, не может также подъехать подмога. То есть все заблокировано. Я помню, как они плакали, российские военные плакали, просили, молили о помощи своего командования. Вот. А помощь-то не может-то приехать. И даже вот кричали, матерились, вот, что ихняя артиллерия, минометы обстреливать их же позиции и блокпосты. То есть все было решено бомбить, стрелять везде. И российские войска снарядов не жалели. И попадали в своих же тоже. Так вот, численность вошедших в город, как я знаю, как и говорил мой отец Аслан Масхадов, была чуть более 800 человек. Позже к ним присоединяется еще, пополняются ряды наши. И в Грозном также были у нас и партизанские отряды, маленькие партизанские отряды. Вот это были основные силы. Скажем так, 1000 человек, 1000 воинов наших. Не было задействованы основные силы, вот. Но позже они были направлены в Шали, в Гудермес, Аргун. Штурмовали также и эти города. Вот. И победа уже была вот у нас, это было видно, вот это ощущение, поддержка народа, вот как они хотели, чтобы наши войска зашли в город, чтобы освободили от этих оккупантов, от этих предателей, которые перешли на их сторону. Вот. Они ждали нас.
ждали. Вот, буквально вот идешь по улице, да, все радостные, все пытаются обнять тебя, просят зайти в дом, покушать, или там сверток дают покушать, или при обстрелах там просят спрятаться, переживают. То есть вот такая обстановка была. Народ ждал своих освободителей. Вот. И был такой даже случай, это было российские войска находились возле 9-й горбольницы. И они после штурма, после обстрелов наших подразделений решили захватить эту больницу. Весь медперсонал, всех больных. Там было человек 400-500, насколько я помню. И наши вот находились в таком состоянии, они не могли стрелять, не хотели стрелять по больнице, вот, потому что там находились наши братья и сестры. А российские войска пользовались этим. Пользовались этим. Никаких условий не выдвигалось, кроме чтобы им позволили беспрепятственно проехать до своей базы. Позже наше командование договаривается все-таки и отпускает их. Но они берут заложников на этих БТРах, вот, и выезжают в сторону своих подразделений, своей базы. Наши по ним не стреляют. И, как я помню, были приказы своего же командования захватить заложников. Так передавалось по радиоэфиру. Берите заложников и выходите. Вот такая ситуация была. Позже, как все помнят, особенно мирное население, я помню, как они переживали, когда Пуликовский объявил ультиматум, дал 48 часов тем, которые находятся в Грозном, чтобы сложили оружие, вот, чтобы сдались. Такое было условие. Вот. Но, конечно же, люди, наши воины, которые вошли туда, вошли не для того, чтобы сдаваться, а захватить свою столицу, свой город. И захватили в конце. И Пуликовский со своими ультиматумами и шантажами, используя мирное население, остался так, с позором. Далее все помнят эти переговоры, и наши земляки переживали за них. Переговоры между нашей стороной, и в то время приезжал Александр Лебедь, как все помнят. И эти переговоры шли в Новых Атагах. Я тоже присутствовал на этих переговорах. Помню, как они проходили. Это волнение людей, как они ждали этого мира, как они ненавидели оккупантов. Вот. И была вот достигнута договоренность, что будут организованы военные комендатуры совместные, а потом уже будет вывод войск. Были также в Хасавюрте подписаны так называемые Хасавюртовские соглашения. Это было 31 августа того же года, 96 года. Эти соглашения подписали Александр Лебедь, Харламов, Масхадов и Абу Муслимов с нашей стороны. Вот. И позже была
достигнута вот такая договоренность, что последний российский солдат покинет Чеченскую республику Ичкерия 31 декабря 1996 года. Далее уже процесс мы помним, были выборы и так далее. Но я бы хотел подойти к более таким важным моментам, которые многие не знают и многие, может, и не помнят. Вот. Город в наших руках. Наши войска уже зашли полностью. Есть уже комендатура, как я сказал, обмен военнопленными, и вот эти проходят вот эти события. То есть и мы идем по соглашениям, которые были достигнуты моим отцом Асланом Асхадом и Александром Лебедем. Но представьте, потом, сейчас, уже после всего этого, мы узнаем, что Россия даже в то время уже запланировала новый ввод войск. Вторая война была запланирована в 1996 году. Даже российские войска еще не покинули Чеченскую республику Ичкерия. Вот. И вторая война была уже запланирована. Помнят все помнят такие громкие заявления, даже Лебедя. Я подготовлю, сколько там было, 50 тысяч волкодавов, и потом мы посмотрим. И депутат Госдумы Александр Митрофанов тоже говорил: Россия больше не может воевать с Чечней. То есть мы исчерпали все свои силы, но накопив эти силы, через год или два мы вернемся и покажем вам. Вот видите, насколько это было подло и насколько было все коварно вот так. И все эти высказывания, обвинения чеченской стороны, якобы там про Дагестан, про взрывы домов тем более, где вообще ни один чеченец не замешан, но нас в этом обвинили и начали вторую войну. Это была просто причина. Россия, как я сказал, планировала эту войну, вторую войну, еще с 1996 года. Тому есть факты. Вот. Достаточно фактов. И еще один момент. Это был где-то 2003 год, 2002-2003 год, когда мне мой отец рассказывал, вот именно, скажу его словами: помнишь, мы выходили из окружения в 1996 году из Веденского района. Так вот, и помнишь эти обстрелы сел Махкеты, Ведено? Так вот, эту операцию по блокированию Веденского района запланировал Александр Лебедь. То есть его мнение, его цель была таковой, цель Лебедя тоже была подлая цель. В то время, даже когда шли переговоры, он решил одним махом, таким подлым методом, уничтожить всех. Наше руководство, наше военное командование, всех командиров. То есть они знали, что все будут на этой встрече в Махкетах в июне 1996 года. И по этому дому был нанесен бомбовый удар, но никто не пострадал, к счастью. То есть все это было запланировано Лебедем. Как говорил мой отец потом,
что Лебедь хотел сделать то, что не смогли сделать другие российские генералы, то есть так выделиться. И еще добавлю. Убили Лебедя. Все знают, что его убил Путин, а убили потому, что он хотел стать президентом России. Видите, вот такая цепочка. Он одним махом хотел убить, закрыть чеченскую как бы проблему, да, их головную боль одним махом. На этом выделиться, взять еще авторитета, да, действительно у него был авторитет в России. Но авторитета такого, что он завершил войну и завершил в пользу России, вот, и стать президентом. Но пришел более хитрый, более подлый и убил Лебедя. Вот. И вернусь к операции «Джихад». Это была блестящая операция. Потерь у нас было, к сожалению, но очень мало, очень мало. Даже для штурмующей стороны было очень мало. И победа была за нами. И скажу, мы победили в то время потому, что мы смогли объединиться. У нас было единство, которого не было никогда. И я еще хочу подчеркнуть, что в то время, Вторая война, наше мнение, я тоже участник этой войны, сопротивления российской агрессии. У нас мнение всегда было таково: мы воевали не против русского народа. И даже не было ненависти к русскому народу. Может, только сожаление, что он сам, русский народ, находится в заложниках таких преступников, которые управляют ими, не считаются ими, вот, бросают в такие пекла, как Чеченская республика Ичкерия, Украина, Сирия, вот, разные конфликты. И я даже могу сказать, что они с трупами никогда не считались. Многие говорят, без вести пропали российские солдаты, не могут найти. Знаете, российское командование давало даже такой приказ: собирали трупы и скидывали в ущельях нашей республики. Вот. И еще вот повторюсь, да, только сожаление. Вот. Мы воевали, всегда воевали против оккупантов. И всякий уважающий себя гражданин, вот, какой-то республики или государства не смирится с оккупацией. Вот, истинный патриот. Если войдут в какую-то республику или в какое-то государство, обязательно будет какой-то враг войдет, то обязательно будет сопротивление. И у всех народов вот такие смельчаки, такие мужественные герои были. И было сопротивление агрессии, вот. И всякий народ гордится этим, гордимся и мы. Вот. Гордимся и мы. И завершая, я бы хотел сказать, что после избрания президента в январе 1997 года, президента Чеченской республики Ичкерия,
Аслан Масхадов своим указом учредил 6 августа как День Победы. День Победы. Это была действительно наша победа. Спасибо вам. И всем пожелаю мира.